Вчера состоялось заседание правительства Республики Молдова, на котором одним из вопросов повестки дня было утверждение плана развития социально-экономического гагаузской автономии. И хотела подчеркнуть несколько аспектов. Первое. Мы с вами являемся свидетелями того, что впервые по истечении 13 лет в Республике Молдова правительство приняло достаточно серьезное решение провести выездное заседание у нас здесь, в Гагаузии, в селе Авдарма. Мы считаем, что это событие было достаточно знаковым и важным для нашей автономии. Почему? Потому что следствиями данного постановления, конечно же, являются серьезные конкретные шаги по развитию нашей автономии. Хочется отметить, что сегодняшнему составу исполнительного комитета удалось на протяжении этих 1,5 лет выстроить достаточно конструктивные взаимоотношения с представителями центральных властей. И я в этом случае хотела бы отметить сотрудничество с правительством Республики Молдова, с парламентом Республики Молдова, во главу которых ставятся защита и серьезное представление интересов гагаузской автономии. В прошлом году была создана межпарламентская группа по гармонизации нашего законодательства. В этом году мы провели заседание правительства, на котором начали рассматривать конкретные вопросы, конкретные проблемы, которые существуют в Гагаузии и которые необходимо решать в содействии, в сотрудничестве с центральными органами власти. Конечно же, многие скептики очень болезненно отнеслись к самой идее проведения выездного заседания. Многие говорили, что это всего лишь пиар, какие будут результаты от того, что данное заседание пройдет здесь, в Гагаузии. И, возможно, по их мнению, результатов никаких не могло и быть. Но я сегодня хочу опровергнуть все эти скептические мнения, все эти такие пассивные настроения и подтвердить, что исполнительным комитетом была проведена очень серьезная большая работа. Первое, что нам удалось сделать, это убедить правительство в очень сложные политические, экономические кризисы выехать в Гагаузию, напрямую соприкоснуться с теми реалиями, которые есть в нашей автономии, напрямую увидеть те вопросы, по которым необходимо совместное решение, необходимо совместное сотрудничество, и убедить правительство Республики Молдова начать участвовать, активно участвовать в жизнедеятельности и в развитии нашего региона. Мы знаем с вами, что на протяжении этих 1,5 лет в Республике Молдова было коалиционное правительство, и вы понимаете, насколько сложно было руководству автономии выстраивать этот конструктивный диалог и интересы гагаузской автономии ставить во главу угла и, соответственно, защищать. Мы изначально говорили о том, что основная задача исполнительного комитета – это экономическое и социальное развитие нашего региона, и последовательно мы идем в этом направлении. Так вот, я хочу остановиться на тех позитивных моментах и на тех результатах, которые мы сегодня имеем по факту, по решению постановления от 4 марта. Во-первых, что нам удалось добиться? Мы разблокировали выплаты субсидий нашим аграриям. Мы сохранили гимназию-интернат города Чедерлунга, тогда как другие аналогичные образовательные учреждения в других регионах Республики Молдова сейчас реформируются. Нам удалось вернуть долг государства перед нами в виде трансфертов за 2015 год в общей сумме 7 900 000 леев. Мы реструктуризировали кредит Европейского банка реконструкции и развития, который был выделен Гагаузии в 2012 году на водообеспечение 5 населенных пунктов Чедерлунгского района. Шансов практически у нас в этом вопросе не было, но нам удалось убедить правительство, и это было включено в программу развития. Нам удалось добиться выделения 25 миллионов лей на дорогу Ферапонтьевка, Авдарма, Киритлунга.
Это очень серьезный шаг, потому что такую крупную сумму выбить в течение 1 года практически было невозможно. И если мы посмотрим с вами динамику выделения финансовых средств на дороги за последние пару лет, то больше чем 3 миллиона в Гагаузскую автономию на дороги с республиканского бюджета абсолютно не выделялось, а тут целенаправленно на дорогу с асфальтовым покрытием, хочу отметить. Следующий момент. Вы знаете, сколько было дискуссий по сохранению конифермы государственного предприятия «Атпролин». С 2011 года постоянно говорили о том, что это предприятие необходимо было приватизировать. Неоднократно это предприятие выставлялось на аукцион, а нам удалось добиться того, чтобы государственное предприятие «Атпролин» было переведено на баланс нашего региона, и мы включились активно после того, как было принято такое решение в развитие нашего государственного предприятия, и уже инвестируем серьезные ресурсы на ремонт и на реконструкцию, готовим проект по развитию государственного предприятия. То есть это очень важно как для развития сельского хозяйства для региона, ну и, соответственно, развития туризма. Нам удалось добиться того, чтобы в Гагаузии наконец-то было открыто агентство регионального развития. И благодаря открытию этого агентства, а о нем говорили с момента принятия закона о региональном развитии, данный закон был принят в 2007 году, и вот лишь в этом году, в 2016, данное агентство на территории Гагаузской автономии было открыто, и буквально пару недель назад был дан запуск приоритетным проектом на территории автономии, общая стоимость которых составляет 180 миллионов лей. Это очень важно и серьезно для нашего региона. Мы начали работы по ликвидации склада ядохимикатов в селе Буджак. И вот буквально сегодня уже на месте работают у нас эксперты, и со следующей недели начнется процесс ликвидации склада ядохимикатов. Дан старт работам по исследованию общего состояния могильника ядохимикатов вблизи села Чешмекёй. Была обсуждена и очень болезненно разработана новая методология распределения ежегодных финансовых средств дорожного фонда. То, о чем я говорила выше. Так складывалось, что Гагаузия всегда была ущемлена, и очень маленькие ресурсы направлялись на то, чтобы ремонтировать дороги и строить дороги в Гагаузской автономии. Изначально мы настаивали на том, чтобы дорожный фонд предусматривал выделение не менее 5% на финансирование строительства дорог в Гагаузии. Совместно с правительством мы пришли к новой методологии, остановились на том, что будут выделяться деньги, исходя из протяженности, то есть в пропорциональном соотношении. И если в прошлом году мы получили, как я говорила, выше 3 миллиона, в этом году мы получаем уже 25 миллионов, а благодаря новой методологии, которую нам удалось провести, с 2017 года в Гагаузию на строительство и ремонт дорог будет направляться минимум 13-15 миллионов лей. То есть мы считаем, что это очень тоже серьезная победа для региона. Также нам удалось договориться о том, чтобы финансирование из внешних источников для развития социальной и технической инфраструктуры выделялось и в Гагаузию согласно принципу пропорциональности. То есть все внешние ресурсы, которые направляются в Республику Молдова, речь идет конкретно о грантах, чтобы пропорционально Гагаузская автономия тоже участвовала в этом и данные ресурсы получала. Это были первые результаты постановления правительства от 4 марта 2016 года, а вчерашнее постановление – это следующий шаг, это шаг, благодаря которому нам вчера удалось утвердить и конкретный план действий по улучшению социально-экономической ситуации в ВТО Гагаузии на период 2016-2019 годы. Важно, что этот срок был определен, важно, что в этом плане четко обозначены исполнители, обозначены конкретные шаги, и в этом документе
на самом деле тоже есть хорошее решение, необходимое для нашей автономии. В первую очередь, нам удалось добиться того, чтобы на территории автономии в течение этих 3 лет начала реализовываться государственная программа по изучению государственного языка. Об этом говорили очень много лет, и вот вчера мы утвердили эту программу. Также мы договорились о том, что в наших детских садах с обучением молдавского и гагаузского языков будут открыты курсы по изучению наших деток данных языков. Одновременно будут и открыты курсы для изучения молдавского языка и государственными служащими. Это тоже предусмотрено в программе. Правительство берет на себя подготовку и издание учебников на гагаузском и молдавском языке тоже для гагаузской автономии. Также для гагаузской автономии правительство берет на себя ответственность предоставлять транспортные средства. Речь идет конкретно об автобусах для учреждений доуниверситетских образований. В плане мероприятий указано, а уже по факту мы это успели сделать, это строительство подъездной дороги к детскому саду в селе Чешмикёй. Вы знаете, что мы готовимся к открытию этого серьезного социального объекта. Стройка полностью завершена. Нам важно было благоустроить и прилежащую территорию, и правительство реализовало этот проект, и дорога подъездная к детскому садику, она уже отремонтирована благодаря данным мероприятиям. Мы договорились и вчера утвердили, что будет осуществлен капитальный ремонт в 5 пунктах скорой медицинской помощи. Речь идет о скорых медицинской помощи в селе Казакле, Кангас, Чешмикёй, Тамай и Баурчи. Буквально на следующей неделе мы будем открывать уже после капитального ремонта пункт скорой помощи в селе Тамай. Через 2 недели пункт скорой помощи в селе Баурчи. К концу года мы отремонтируем уже пункт скорой помощи в селе Казакле, и в 2017 году, согласно данного постановления, будут отремонтированы в Кангазе и в селе Чешмикёй, соответственно. Правительство взяло на себя финансирование оснащения хирургического комплекса районной больницы муниципия Камрат оборудованием и мебелью. И еще один очень важный момент в части здравоохранения – это пересмотр статуса представительства Национальной медицинской страховой компании ТО Гагаузии. Тоже было очень много дискуссий по поводу того, что данная компания была закрыта на территории автономии и было сформировано лишь представительство. Сейчас уже в постановлении правительства четко закреплено то, что статус будет изменен, и в гагаузской автономии в течение этих 3 лет будет создан, значит, отдел, не отдел, а сама структура, которая будет представлять Национальную медицинскую страховую компанию. Правительство берет на себя ремонт офиса судмедэксперта в Камрадской районной больнице. Эти работы будут проведены в 2017 году. Также правительство наберет на себя поддержку нас, властей гагаузской автономии в строительстве, завершении строительства районного, вернее, в начале и завершении строительства районного дома творчества в городе Камрате, строительство здания Гагаузского национального театра, ремонт Дома культуры в городе Чедерлунга и ремонт домов культуры в наших сельских населенных пунктах. Вы знаете, что мы сами начали эту работу, и в этом году запущено несколько проектов по ремонту домов культуры в селе Дизгинжа, в селе Светлый, Кирцево, село Кангашик и город Чедерлунга. И правительство дополнительно еще включается в эту работу, и будут выделены денежные средства из республиканского бюджета на завершение этих объектов. Также обозначена реконструкция административного здания стадиона Камрат, строительство регионального лагеря отдыха у нас в Гагаузии. Правительство берет на себя строительство сетей водоснабжения в селе Киртлунга, капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации города Вулканешты, разработку проекта строительства сетей водоснабжения и канализации в муниципии Камрат, завершение реконструкции системы очистки сточных вод в Камрате, строительство коллектора канализации в Камрате,
Завершение работ по очистке русла реки Ялпуг между водохранилищем Камрата и села Кангас. Вы знаете, какие проблемы у нас с этим связаны. Буквально все подвалы у нас в Камрате по улице Победы затоплены. И если мы совместно завершим работу по очистке русла реки Ялпуг, то эта проблема, соответственно, будет снята. Это очень дорогостоящий вопрос, и решить его возможно только лишь в сотрудничестве. Также за эти 3 года будет ликвидировано 34 тонны пестицидов, которые хранятся в хранилище села Гайдары. Очень важный момент для нас. Правительство берет на себя ответственность продолжить вместе с нами развитие производственно-технической инфраструктуры промышленного парка Камрат. Мы неоднократно говорили о том, что нам очень важно решить этот вопрос, создать хорошие необходимые условия и начать развивать инфраструктуру. Почему? Потому что гагаузская автономия благодаря развитию промышленного парка сможет самостоятельно зарабатывать очень серьезные ресурсы. И если на этом этапе нам необходимо 30 миллионов лей, чтобы данный проект запустить, как только он будет запущен, мы сможем эти деньги вернуть в ближайшие 5 лет. То есть уже есть конкретные заинтересованные экономические агенты, которые уже арендовывают землю под строительство объектов. И мы планируем в течение, как только будет инфраструктура подведена, в течение 5 лет эти деньги вернуть и начать зарабатывать и развивать бюджет нашего региона. Также правительство берет на себя очистку русла реки Ялпуг на участке от Камрата до коммуны Светлой, реконструкцию гидротехнических сооружений в административно-территориальных границах коммуны Светлой, противоразионных работ в границах села Кангас и села Казаклия. Вы знаете, что эта проблема тоже существует давно, и, конечно же, на нее необходимы очень серьезные финансовые ресурсы. Как мы вместе с вами видим, данный план действий определен и четко обозначены конкретные и необходимые меры по улучшению социально-экономической ситуации и качества жизни в Гагаузии. И я так понимаю, утвердив данный план, правительство не просто заявило о своем желании его выполнять, но и, конечно же, взяло на себя конкретные обязательства по финансированию всех вышеуказанных объектов, которые обозначены в этом документе. Работа была проведена очень большая. Теперь самое главное, что мы для себя понимаем, необходимо весь этот план мероприятий реализовать. И понятно, что дорогу осилит идущий, и понятно, что дверь не откроется, пока в нее не постучат. И теперь мы берем на себя, я лично как член правительства беру на себя обязательство строго следить за тем, чтобы этот план мероприятий выполнялся, строго требовать с каждого из ответственных учреждений, от центральных органов власти в соответствии с сроками, в соответствии со всеми теми вопросами, которые были обозначены, выполнять эту программу и показать результат тот, который необходим. Радует то, что первые шаги конкретно уже сделаны, радует, что часть проектов уже начата. Речь идет о дороге в Овдарме, речь идет о ремонте пунктов скорой помощи и так далее, и так далее. То есть мы видим намерения, мы точно так же открыты, и поэтому все свои усилия, конечно же, будем направлять на то, чтобы данное постановление было реализовано в течение 2017-2019 годов. Поэтому хочу нас всех поздравить с этим очень важным для автономии документом, но в то же время подтвердить, что власти автономии бдительность не теряют. Мы, конечно, верим всем документам, которые утверждаются на высоком уровне, но, как говорится, доверяй и проверяй, и будем очень серьезно контролировать реализацию этого документа.